Добрый день. Ja, doamna Hamdă ne-a dat o viață de când începem să mă zic tot de zi am zis statul cu staza râst. Oare nu ia hăneța. Iglesia как și cu zi de и к чему здесь заниматься. Спасибо, присаживайтесь. Ну что, друзья, в очередной раз после небольшого перерыва мы начинаем, точнее продолжаем с вами изучать Священное Писание Ветхого Завета. Вот. Остановились мы на книге пророка Даниила. Книга пророка Даниила. Чемпионат. Искажается. Может, я попробую? Раз, сейчас вот. В очередной раз мы с вами остановились на первой главе, да? Первой главе книги пророка Даниила. Мы с вами говорили о происхождении пророка. Он из колена Иудина. Он из колена Иудина. Взят и уведен в плен в Вавилон царем. Как его звали? Вавилонским царем. Да, совершенно верно. Навуходоносором. Вот. На чем мы с вами остановились? Царь Навуходоносор взял Иерусалим, да, и забрал золото Иерусалимского храма и принес его в свой город и положил в сокровищницу свою царскую. Вот мы с вами разбирали вопрос о том, как это возможно. Почему? Ведь это храм истинного Бога, единственный на земле, построен по прямому повелению Всевышнего. И Господь попускает быть уничтоженным, завоеванным этому храму при иудейском царе. Мы говорили, это иудейское царство, в котором продолжается богослужение, которое было изначально начато. Вот. Мы с вами обратились к книге, насколько я помню, Левит. Да? Левит описывает непосредственно заключение завета. Заключение завета, где Господь говорит: если вы будете слушать меня, то будут перечисления благ определенных для народа. Если вы меня слушать не будете, то идет перечисление напастей. Они перекликаются фактически с 10 казнями, да? То есть этот мишпат, этот суд, который будет совершен над народом, это не имеет ровным счетом никакого значения над языческим ли то народом, над избранным ли то народом. Суд Божий одинаков для всех. Почему требуется с того, кто знал больше? Потому что он знал, вот, собственно говоря, в Новом Завете, да, это и выведено. Если вы останетесь мне врагами и захотите меня слушать, говорит Господь, я нашлю на вас диких зверей, и они лишат вас детей, истребят ваш скот, сделают вас таким малочисленным, что ваши дороги запустеют. Вы помните. Если и после этого вы не исправитесь, я стану вам врагом и покараю вас за ваши грехи в 7 раз сильнее, мстя за расторгнутый завет. Я обрушу на вас меч. Войны, завоевания — это не абы какие события, которые вдруг неожиданно возникают под влиянием, будь то социальных, экономических, политических, мы с вами говорили, или каких-то иных мотивов. Нет. Без воли Божией не происходит ничего, в том числе и меч. Я обрушу на вас меч Херев, кремниевый нож, меч, зубило, долото. Для чего это? Когда вы укроетесь в городах, пошлю на вас мор, и вы попадете в руки ваших врагов. То есть это месть. Я лишу вас хлеба, и 10 женщин будут печь хлеб в одной печи, хлеб вам будут выдавать по весу, вы будете есть, но не наедитесь, говорит Господь. И мы с вами вспоминали в связи с этим иудейскую войну Иосифа Флавия, да, где он описывает
факты каннибализма в Иерусалиме, правда, в 70-х годах уже нашей эры, но тем не менее, это все те же самые действия. «Вехевети алехем херев ноканетникам брит». «Наведу на вас меч, буквально творящий месть за завет, за порушенный завет». Мы с вами говорили, что это неудивительно. На протяжении всего периода единственной верной составляющей частью завета был Господь. Господь был всегда верен себе. Другая сторона, заключавшая завет, народ Божий, всегда, постоянно, с неимоверным упорством этот завет нарушал. Чем получил наименование, какое вы там помните, в обличении пророков, это и блудница, и осел, и так далее, и так далее, и так далее. Много-много разных таких вот эпитетов. Вот. Давайте 2 стих. Книга пророка Даниила, 1 глава, 2 стих. Господь отдал в руки Навуходоносора и Иоакима, царя Иудеи, часть утвари храма Божьего. Навуходоносор удоступил в страну Шинам, в храм своего Бога, поместил ее в сокровищницу храма. Сокровищницу Бога своего, да? То есть языческого храма, это и понятно. Земля Сенаар или земля Шинар, она в книге Бытия у нас упоминается. А что это за государство? Вы помните Акад, Эрех, Вавилон, Синаар. Это Междуречье. Да, все, что у нас здесь описывается, это Междуречье. И это империя Нимрода. Это империя Нимрода, первого императора, если так можно сказать, потому что вот такое перечисление народов и территорий. Вот. Это место, куда переселилось человечество после потопа. В Шинар. Это место, где начинает, это же Вавилон, Бавель, где начинается строить Мигдаль, Вавилонскую башню. Совершенно верно. Вот это строительство, мы с вами говорили, что оно означало. Это очень символично. И сейчас именно там возникла огромная империя. На развалинах Ассирийского царства появилось Вавилонское царство. Да? Вот. Одной из 3 значимых империй этого периода, наряду с Египтом, которую мы не будем забывать, и Медийским царством, да, которое находится чуть севернее. Вот наш пророк уводится вот в эти самые памятные места. Чем они еще интересны? Из этих мест в свое время вышел Авраам. Он вышел из Междуречья и направился в землю, которую ему обещал Господь. А сейчас произошел как бы такой обратный процесс. То есть иудейский народ вышел в лице Авраама и дошел до земли обетованной. Он вступил в завет со Всевышним. Ему была дана Тора, был дан закон. Но иудейский народ отпал от веры. Иерусалимский храм разрушен. Иудейский народ, 10 колен и затем 2 оставшихся колена, они отошли от завета. И процесс идет обратный. Они возвращаются туда, где жили в период язычества. Происходит такой своеобразный географический откат назад, языческое, да? На территорию языческого государства, где правят языческие цари, где доминируют языческие законы,
И очень небольшое количество людей исповедуют истинную веру. Очень небольшое. Если буквально на пальцах одной руки их. Следующий стих. Царь велел Ашпеназу, начальнику Ефрема, подобрать из народа Израилева, из царского рода и знати, мальчиков бестелесных изъянов, красивой наружности, способных к наукам, смешных трудов, воинов в царском дворце, и обучить их халдейской грамоте и языку. Царь распорядился кормить их ежедневно с царского стола и подавать им вино, какое пил сам. Да, спасибо. То есть обычная имперская политика. Берутся дети завоеванных народов, они у нас воспитываются и в вере, и в традициях, и в культуре, и в языке доминирующего или господствующего государства, то есть империи, и затем чем? Они становятся прекрасными чиновниками на местах. Они же взяты из среды этого народа. Самая обычная политика, которую мы наблюдаем и будем еще много-много столетий наблюдать впредь. Да, примеров много, и в том числе и у нас здесь. Итак, детей воспитывают в своей столице, дают им образование. Происхождение у них местечковое, на местах они будут вполне так восприняты очень хорошо. 5-6 стих. Воспитывать их 3 года, а потом они должны были предстать перед царем. Да. Были среди них Даниил, Анания, Исаил и Азария. Да, спасибо. Что мы видим? Их берут на полный пансион. Им не нужно ни о чем заботиться, они получают еду с царского стола, ну, то есть это одно из самых лучших, да, видов снабжения, которые мы только можем себе представить и помыслить. Вот царский стол, естественно, ни в крови, ни в одежде никаких проблем не испытывают. И что мы видим, кто это у нас? Это были сыны из колена Иудина, да, совершенно верно. Ну, это и понятно, и Иерусалим это как раз территория распространения именно этого рода. Даниэль, это первый из них. Вот. Ну, да, суд, судья, Эль, Бог, судья мой Бог, это перевод его имени. Бог мой судья, Бог есть судья. 7 стих, пожалуйста. Начальник Евнухов дал им другие имена. Даниилу дал имя Белтешаца, Анании Шадрах, Исаилу Мешах, а Азарии Абед-Него. Да, вот греческая транслитерация у нас Сидрах, Месах и Авденаго. Да? Вот, собственно говоря, библейская Белтешаца. Бел, божество Вавилона, защити его жизнь. Происходит изменение имени. Мы с вами говорили, в каких случаях, каких-то кардинальных, знаковых, серьезных, да, переменах в жизни людей происходит изменение и их имени. Вы помните, был Авраам, стал Авраам, да, и так далее. Был Яков, стал Израиль. Да, вспомните, пожалуйста, да. Здесь прямая аналогия с историей Иосифа. Вспомните. Йосеф попадает в плен, да, он продан своими братьями, и попадает он к кому? К начальнику двора фараона, Паро, Патифару. Да? Патифару. Здесь точно так же. Начальник чего? Начальник воинов, да. И когда фараон выдает его замуж, да, женит его, он меняется, Нафталиах получает имя, он получает египетское имя, потому что он входит в сословие знати, его ведь женят на ком? На дочерях кого? Жрецов египетских, совершенно верно. Он вписывается в новое
сословие совершенно, и он был совершенно чужд сословию жрецов и правителей Египта, и они были чужды ему. Вот в данном случае происходит то же самое. Как происходит инкорпорация, да, вот это, как вписывается человек в новую культуру? Он приобретает новое имя. Здесь происходит то же самое. Даниэль остается за скобками. Ну, какой еще Эль в Вавилоне? Конечно, о каком едином Боге можно говорить в Вавилонской империи? Бель-Тешацар, Бел, защити его жизнь. Достаточно приличное имя, очень солидное, серьезное, да, вот, дается. Ну, это не то, что манкуртизм, да, своего рода, но тоже человек вместе с именем должен оставить свое прошлое, хоть они и молодыми приведены, но они должны забыть свое прошлое, они должны забыть о своем происхождении, они должны полностью влиться в эту новую для них социально-культурную среду. Другие имена – Анания, что означает «Адонай явил милость». Он получает имя Шадрах, веление Аку, нового божества. Мишаэль, Мисаил, кто подобен Богу? Да? Он получает Миш-Аку, кто подобен Богу Аку. Как бы сохраняется эта игра слов. И, наконец, Азария, Адонай помог, получает Авденаго, Аведнего, раб Бога Него. Да? То есть это вот Набу, то же самое божество. Имена меняют всем. Память стирается. Это новая жизнь, это новое государство, и у них новые паспорта. Они начинают новую жизнь. Все должно остаться за скобками. И по независящим от нас причинам у нас тут отключение электроэнергии происходит, так что мы с вами люди бывалые уже. Вполне, да. Поэтому мы говорим о том, что имена людей остаются в их прошлой жизни, и вместе с этим их воспоминания, да, их мировосприятие, мироощущение и религиозные взгляды тоже должны остаться в прошлой жизни. Они должны полностью влиться в эту новую среду. И поэтому имя Даниил у нас так же, как и 3 его друзей, как и, наверное, всех, кого забрали в плен и кто несет служение при дворце или каких-то других заведениях в качестве чиновников, имена меняются. Ну, вы помните, у нас был Сефер Бей, стал в крещении Георгий, да? И так далее. То есть имена, они при появлении, так сказать, новой социально-культурной среды, они изменялись, адаптировались. Вот здесь то же самое. Как певцов. Восьмой стих, пожалуйста. Даниил решил, что ничего нечистого, ни царских кушаний, ни царского вина он пробовать не станет. И он попросил начальника Евнуха разрешения есть чистого. Да, вот это новое имя, которое получил Иосиф, когда попал, вот это прямая аналогия, да, когда попал ко дворцу фараона. Вот. Значит, Даниил решил не оскверняться ничем нечистым. Да? То есть он что? Он у нас соблюдает кашрут. У нас в книге Второзакония, в книге Левит определены чистые и нечистые животные. Несмотря на то, что Даниилу изменили имя, несмотря на то, что он учится при дворе императора-язычника в столице
языческой империи. Даниил сохраняет религиозные взгляды своих отцов Авраама, Исаака, Иакова, своего праотца Иуды, Иуды. Он остается верен Всевышнему. Он соблюдает кашрут, то есть не оскверняется, не делает то, что делает его нечистым. Лёет Галь. Так, 9 стих, пожалуйста. Бог даровал Даниилу расположение и благосклонность начальника Евнуха. И тот Да, вот преданность, да, не хесед. Хесед – это преданность, верность, лояльность, милость. В Ветхом Завете мы с вами говорили словами хен и хесед, а передается то, что в Новом Завете мы в церкви называем благодатью, милосердие. Милосердие, лояльность, красота, то, что потом на латыни назовут грация, да, оно вот передается именно этим словом. Опять прямая аналогия, обратите внимание, Иосиф приобрел, мы с вами говорили, хесед у кого? У Потифара, потому что бы он ни делал в доме Потифара, у него работа спорилась. Точно так же и у Даниила. У этого начальника телохранителей, которому было самим императором поручено заботиться о молодых людях, Даниил приобретает вот эти вот милость, доброта. Естественно, что почему параллели? Это все божественное попечение о своем народе. Это же не просто так, какие-то человеческие взаимоотношения. Вот он чем-то там подсобил кому-то, тот ему в ответ как-то вот благорасположился. Нет, речь вовсе идет не об этом. Здесь тоже будут искушения, точно так же, как и в судьбе Иосифа. Рахамим, даже песня такая есть на иврите. Милость, сострадание, милосердие. Иудеи поют и просят милости и сострадания от лица Всевышнего. Это очень такая популярная песня. Вот. Здесь что? Вот все эти качества он приобрел. Если и хесед, и рахамим это еврейские аналоги благодати, то мы видим непосредственное присутствие Творца в жизни человека. Потому что благодать просто так, мы с вами говорили, от наших с вами потуг, от наших с вами действий, от нашего с вами напряжения не явится. Да? То, что не тварно, из тварного излиться благодаря усилиям Творца не может. Поэтому На это есть limit. Поэтому у нас что? Мы наблюдаем воочию, что Бог присутствует в жизни человека. Бог присутствует непосредственно в жизни своего народа. И естественно, как бы это уже как и озвучивать не стоит, Бог присутствует в жизни своего пророка, которого Он избрал. 10 стих, пожалуйста. И тот ответил Даниилу: боюсь я государя моего, царя, ведь он сам назначил, что вам есть есть. А вдруг он заметит, что вы выглядите хуже других мальчиков ваших лет? Придется мне тогда отвечать за вас головой перед царем. И это понятно, да, и это понятно, потому что, вы знаете, чиновник есть чиновник, он лицо подневольное. Если ему лично император указал область ответственности, а область ответственности это молодые люди, приведенные в плен, которые в дальнейшем должны стать сановниками этой империи, то, конечно же, этот начальник телохранителей, он чем? Головой своей отвечает за исполнение воли императора. И страх начальника телохранителя понятен. Если вдруг с ними что-то произойдет, он будет отвечать за это лично. Далее. Тогда Даниил сказал служителю, которого начальник Евнухов представил Даниилу, Ананию, Мисаилу и
Да, почему овощи и воду? Потому что согласно постановлению о чистых и нечистых животных, на растительную пищу это не распространяется. Нет чистой или нечистой растительной пищи. То есть овощи, они все кошерные. Ну и вода, соответственно, если они не соприкасаются с чем-то животным, то они все сами по себе, прямо с грядок, вы можете их, любые, какие бы они ни были, брать, есть и употреблять в пищу. И что предлагает Даниил? Ну, естественно, он не собирается подставлять никого из чиновников, он предлагает эксперимент. Да? Всего 10 дней. Всего 10 дней, и через 10 дней ты сам сделаешь вывод. Пожалуйста, далее. А потом ты посмотришь, как выглядим мы, как мальчики, которые ели с царского стола. Царский стол — это не просто стол. Вы знаете, тосты, они произносятся в адрес Всевышнего не только на наших застольях. Они всегда, везде, у всех народов в адрес тех богов, которым эти народы поклоняются. Поэтому, конечно, вино, оно тоже может быть не кошерным, да, если используется в ритуалах, посвященных языческим богам. Поэтому от вина они тоже отстраняются. Далее. Посмотришь и поступай с нами, рабами твоими, как сочтешь нужным. Тот согласился и дал им 10 дней на испытание. А через 10 дней оказалось, что они выглядят лучше и здоровее всех мальчиков, которые ели с царского стола. Да, они вот слово бари, они жирнее, тучнее выглядят, нежели, то есть лучше выглядят, нежели все те, которые питаются всеми остальными, то есть как это полный рацион, как бы сейчас это сказать, БЖУ, да, белки, жиры, углеводы получают в полном составе с царского стола. Вот люди получают, что фактически только углеводную пищу, только растительную пищу. Только на ней держатся и выглядят лучше, и крепкие, и да, далее. С тех пор служитель забирал предназначенные для них кушания и вино, а им давал одни овощи. Это легкое пренебрежение. Ну, действительно, даже в воспоминаниях одного из мамлюков черкесских можно увидеть, как то, я не помню, при дворце либо египетского султана, либо сирийского, его тоже пытались почивать овощами, он с презрением это ответил, сказал, что не баран, как бы есть овощи он не будет. Нормальный воин ест мясную пищу. То есть отношение к овощам пренебрежительно, это понятно почему. Да? Нормальная пища это мясная пища. Да, она, собственно говоря, более ценится, чем все то, что является как бы дополнением, да, к этому ассортименту питания. Далее. Бог даровал этим 4 мальчикам мудрость, знание и способность ко всем наукам. А Даниилу также и искусство толковать всякого рода видения и сны. Да. Значит, что они просили? Они просили фатва, это вот ясно кушали то, что им давали, они просили семена, овощи, ну, наверное, семена, зарах тоже семена, наверное, что-то вроде фасоли, круп, бобовых, вот что-то вроде этого. Вот чем он их. Ну, естественно, почему с таким пренебрежением, да, как и какую-то там фасоль, вот, он передавал им для еды. И яйн, вино, они его не используют. Далее. Настал срок, назначенный царем. Начальник евнухов привел мальчиков на плодоносов. Это 3 года. Мы с вами говорили об этом сроке. Это 3 года, которые они должны были обучаться и превзошли всех своих современников, и не только тех, которые были приведены из плена, не только молодежь, которая вместе с ними пришла, но и тех, кто находился, собственно говоря, в самом государстве и, естественно, занимал посты. Присутствие Божие, оно именно в этом раскрывается. Да? Это не просто усилия какие-то человеческие, Бог был с ними.
И знания они получили не просто штудируя по ночам некие там учебники, как мы с вами все через это проходили, знаем, что это такое. Да? Мада, знание, сила. Научный сотрудник сегодня, да, вот, видите, мада. Вот, знание, сила, знание, наука, мысль. Вот что означает это слово. В чем Даниил разбирался и что он понимал? Да. Хазон ве ха-холемот. Хазон – видение, откровение и сновидение. Это отличает его от 3 друзей. Вы можете заниматься науками, но это не значит, что вы будете разбираться в видениях, что вы будете видеть вещи, сны, да, и получать откровения. То есть естественные науки, то, что сегодня в секулярном мире мы с вами воспринимаем, да, как естественные науки, их изучение еще не даст вам откровения тайн Божией и тайн мироздания. Да, это немножечко разные вещи. Халом, сон, сновидение, вот в чем он разбирался. Он воистину кто? Пророк. Пророк Божий. Лучше, чем кто? 20 стих, пожалуйста. О какой бы науке или премудрости царь не спрашивал, они оказывались 10 раз мудрее всех магов и заклинателей целого царства. Вот что интересно, да? Вот что интересно. Хартум – тайноведец, волх – мудрец. Ашаф – колдун, волк – гадатель. Это и лекарь, это и астроном, астролог. Понятно, что это не различалось в древности, да, как и химик, алхимик. Это и математик, это и поэт, это и историк, это, если угодно, литературовед, то есть это совокупность всех наук. Это и гуманитарии, и естественные науки. И вот оказалось, что при вот этом своеобразном экзамене, который император устроил этим отрокам, они превзошли всех тех, кто занимали должности вокруг самого императора. За 3 года обучения, это у нас магистратура сегодня, да? За 3 года обучения всего лишь, да, они превзошли всех ученых мужей, всю Академию наук Вавилонского царства. То есть мы с вами понимаем, что явное действие Всевышнего тут вот оно налицо. Здесь говорить как бы более не о чем, да, по-другому не бывает. Это элита Вавилона, заметьте, это не абы там какое сборище, да, гадателей, это элита государства. И вот эти пришедшие превзошли их. Следующий стих. Даниил оставался там до 1-го года правления царя Кира. Это уже совершенно другое государство. Медоперсидская империя – это то, что придет на смену, через много-много лет, на смену вот этому Вавилонскому царству. То есть, смотрите, цари меняются, да? А Даниил при дворе остается. Пророческое свое служение он продолжает нести. Почему? Потому что весь этот период продолжается вавилонское пленение. Народ избранный продолжает жить на этой территории. Как говорит нам книга Царств, кроме небольшого количества виноградарей, да, и землепашцев, небольшого количества в Иудее, более никого не оставили после разрушения. В плен увели всех. Небольшое количество, видимо, чтобы вот за сельским хозяйством каким-то вот наблюдать, может, это и поставлялось ко дворцу. Да. Да. Все остальное было уведено в плен, разграблено, порушено, сожжено. И был Даниил до 1-го года царя Кира. У нас чем знаменательна эта смена не династии, это смена правителей, да? Возвращение. Возвращение.
2 глава. На второй год правления царя Навуходоносора были ему видения во сне. Он пришел в тревогу и не мог больше спать. Царь велел послать многих заклинателей, колдунов и мудрецов Халдеи, чтобы они истолковали его сны. Да, вот видите, у нас колдуны и мудрецы остаются, наименования те же самые, а вот появляются еще халдеи. Да, наименование Каздим присутствует в Священном Писании, как бы с одной стороны вписывается в область этих чиновников, да, а с другой стороны это ведь наименование народности. Халдеи — это же народность, с другой стороны. Да? То есть на территории Вавилонского государства эта народность была элитой, занималась наукой. Каздим. Вот. Поэтому оно присутствует, ее наименование присутствует вот таким образом, отдельно. Ну как бы мы сейчас сказали, да, вот перечислили наши некие профессии, да? Астролог? А наименование народности присутствует наравне с профессиями. То есть вся эта народность у нас занимается научной деятельностью. Да. Вот. Я аналогов как бы сейчас вот так на память не приходит, просто у нас немножко другая эпоха. Но в данном случае именно так. Были священники. Как? Были все священники. Это не о иудеях идет речь. Речь Я идет о понял. Вавилонском царстве. Да, я понял. Вот. Что у нас здесь? Второй год царствования Навуходоносора. Да, вот сейчас вся эта история будет описана и будет приведен Даниил к Навуходоносору. Почему? Некоторые толковники утверждают, что исчисление правления царей Вавилона, оно не с первого года воцарения, как у нас, а по окончании первого года. То есть год воцарения, и после него уже начинается счет. Соответственно, второй год у нас получается третий. Это вот после испытания, которое они прошли. Далее, пожалуйста. Пришли они и предстали перед царем. Да, он собирает всю элиту. Почему? Потому что он видел сон, возмутился его дух, да? Сон от него удалился. Полковники говорят о том, что вероятнее всего Навуходоносор не запомнил самой последовательности каких-то видений, да, которые ему были. Но, и каждый из нас это также на собственном опыте может увидеть, но сон его очень произвел на него большое впечатление. И вот он, видимо, в каком-то смятении находясь, да, о чем здесь и говорится, возмутился дух его. Он хочет узнать. Еще раз повторим, это период, не тот период секулярный, это не период после эпохи Возрождения, когда правитель это так, знаете, сменная личность там, в машине государства. Правитель древнего мира – это же и жрец одновременно, а чаще всего и верховный жрец. Вы помните, там еще и первые годы христианства Византийской империи императоры носили титул понтифик максимус. То есть верховный жрец, верховный понтифик. Почему? Потому что точно так же, как он аккумулирует в себе власть народа, он же и несет на себе ответственность, да, за весь народ. А перед кем? Перед богами, которыми эта империя поклоняется. И он же верховный отправитель культа. Верховный отправитель культа. То есть он не просто какие-то там жрецы присутствуют, он верховный жрец. А что это означает? Это означает, что император – посредник. Ну, вот, наверное, подобно тому, как вот если из мировых религий, наверное, имам, да, вот, посредник. Вот это посредник между небом и землей. И когда ему являются видения, когда он видит сны, особенно будоражащие, да, его, и это говорит о том, что боги, он Навуходоносор, он кого служитель бога Наву, да, божество, которое либо ему, либо всему государству, да, вот, оно хочет передать какую-то информацию. И оно передает эту информацию.
тут описывается некая оказия. Вот посредник забыл, то есть сон отошел от него. Ощущение того, что было что-то важное, осталось, а что было, из памяти исчезло. Естественно, человек собирает кого? Всех сподвижников, таких же тайновидцев, магов и так далее, ученых, чтобы эту ситуацию прояснить. Но вдруг это предупреждение о чем-то важном, о чем-то серьезном, что должно произойти что должно произойти с этим царством. И вот они собираются. Продолжим. Царь сказал: я видел сон и тревожусь, хочу понять его. Халдеи заговорили с царем по-арамейски. Царь, повелитель Жепи, расскажи нам, рабам твоим, этот сон, и мы истолкуем его. Это естественно. Ну что сновидцы? Понятно, даже фараон рассказывал, помните, в Египте, да, своим жрецам свой сон, а те просто могли либо не могли его истолковать. Что мы здесь видим? Они по-арамейски обращаются к нему и просят совершенно естественно объяснить, что тебе приснилось, что тебя беспокоит. Далее. Царь ответил халдеям: объявляю вам мою волю. Если вы не скажете, что мне снилось и что это означает, вас разрубят на куски и ваши дома разрушат. А если расскажете сон и истолкуете его значение, будут вам от меня подарки, награды и великий почет. Да, почему? Потому что слово отступило от меня. Да, это не только невозможность произнести вербально, да, как-то вербализировать. Нет, речь не только об этом. Слово отступило от меня, он не может сами понятия сложить. То есть у него представления от него отошли, идея от него сама отошла. Да, у него ничего нет в голове, кроме вот этого ощущения, духа мятежного. Да, вот далее. Итак, расскажите, что мне снилось и что это означает. Да, а поскольку вы кто? Вы тайновидцы, вы должны знать, вы же тоже посредники. Вы должны знать, что мне приснилось. Скажите мне об этом, иначе смысл вашего пребывания во дворце как таковой отсутствует. Вы пострадаете, если не поможете мне. Далее. Они снова сказали: царь, поведай нам, рабам твоим, этот сон, и мы истолкуем. Они хотят получить информацию обычным путем и растолковывать его тоже обычно, как это и делается при дворе всех правителей. Далее. Царь ответил: я уверен, что вы просто тянете время. Ведь я объявил вам мою волю, вы знаете, что вас ждет, если не расскажете мне мой сон. Вот вы и сговорились лгать и изворачиваться передо мной. Ну, откровенно говоря, да, чаще всего тайновидцы этим и занимаются. Теперь он говорит правду, то есть он характеристики дает их деятельности. Далее. Вдруг, мол, что-нибудь изменится. А вот расскажите мне мой сон, и тогда я поверю, что вы можете его истолковать. Да, вот, ну, как в науке, да, нужен опыт. Если опыт не подтверждает ваши теоретические, да, какие-то посылы, ну что ж, давайте, опытно, докажите. Дело. Далее. Халдеи сказали: Халдеи, заметьте, халдеи, да. никто на земле не сможет рассказать царю того, о чем он спрашивает. Ну, потому что естественно, мы с вами, помните, о Пифе говорили тогда, ну же естественно как, ну вот ты пришел о чем-то вопрошать, а Пифия пророчествует. Да, не то, что Пифия пророчествует, а потом кто-то пришел. Вот. А здесь то же самое, ну, на земле так не делается. Каста магов, каста предсказателей, каста гадателей, она как, даже пророческие школы Израиля, мы же с вами говорили, помните, при царе Ахазе, когда позвали пророка Наума, кажется, да? Да, вот вы помните, да? Мы идем войной, да, вот предскажи нам, будет ли, то есть не так, чтобы, а ну-ка догадайся, куда мы собрались, да? Мы идем войной на наших врагов, да, царь израильский, царь иудейский, тут вместе. Ну-ка, пророки, предскажите нам, будет ли исход нашей битвы или нашего похода благополучный, либо нет. Вот, естественно, ход событий. Вначале
что-то готовится, вначале что-то вот в душе какое-то желание, да, а затем и спрашивается воля Божья. А он не говорит. Да. Вот заметьте, что когда мы читаем Новый Завет, чаще всего наоборот. Святой Дух водительствует. Святой Дух водительствует. Даже когда мы читаем книгу Деяний, да, даже когда апостольские, миссионерские путешествия, они отправились ли мне в миссионерское путешествие куда-нибудь в Африку. Вот сейчас пойду помолюсь. А не отправиться ли мне куда-нибудь в Кариб, или в Индию, или, может, даже в Абхазию, да? Отнюдь не так. Святой Дух посылает апостолов. Вы понимаете, насколько разный подход? То есть, что мы видим перед этим, да? Вначале появляется человеческое пожелание, человеческая воля, а потом бегают за Всевышним благословением. Точно так же, как делали все язычники во все времена. Да, вот есть вождь племени и есть шаман, чаще всего боевой шаман, который обслуживает интересы правящей элиты. А в церкви не так. Святой Дух посылает апостолов, а если нет, он преграждает им дорогу, и они не могут отправиться. А если да, то они достигают своей цели, несмотря на кораблекрушение, несмотря на все невзгоды в дороге, несмотря на ядовитых змей, там и чего угодно, да? И смертное, что испьют, несмотря ни на что. Миссионерское. Почему? Потому что Господу содействующую, да? Потому что Господь решает. Это вот разница между «да будет воля моя» и между «да будет воля твоя». Это разница между человеком Божьим и Бога человечеством. Вот, кстати, практически все творчество вот, этого Дмитрия Сергеевича Мережковского, практически, по-моему, все произведения этому посвящены, да, об Антихристе. Вот это продавливание человеческой воли. Человеческой воли и чаще всего вопреки божественной. Ну, конечно, во всяком случае, так предполагается попытка такая. Вопреки божественной. То есть вот это старинное строительство вот этого Бавель-Мигдаль, Вавилонской башни, оно продолжается, и, кстати, продолжается в наше время, да, пока не придет вот этот человек погибели. Вот здесь то же самое, возвращаемся к этому. В мире нигде по-другому не бывает. Ты вначале скажи, что тебе там привиделось, а мы интерпретацию всегда подгоним под этот видеоряд, который тебе привиделся. Далее. Ничего подобного у магов, заклинателей и мудрецов Халдеи. Это вот такой ход истории. Они просто описывают, это действительно так. Далее. Царь задает такой трудный вопрос, что ему не может ответить никто, кроме богов. А они не живут между людьми. Да. А они не живут с плотью, они не обитают здесь. То есть то, что ты нам заранее ставишь, это только там, наверху. Такие вопросы к людям из плоти и крови, их задавать нельзя. Вот что мы видим. Опять отсыл к Египту. То есть никакой разницы между Вавилоном и Египтом. Египетские жрецы бессильны перед казнями. Они ничего не могут сделать. Они не могут их остановить. Они тоже взывают к своим богам, молятся, да, но они не могут остановить эти казни, они не могут повернуть вспять как-то, да. А вот здесь то же самое. Халдеи говорят, нет, то, что ты требуешь, это человеку не подвластно, мы хоть и жрецы, хоть и ученые, но не получится. Далее. От таких слов царь пришел в страшное негодование и в гневе приказал предать смерти всех мудрецов Вавилона. Ну, гнев царя, вы знаете, гнев императора, это вещь очень серьезная для придворных, тем более, что речь идет об абсолютной монархии в данном случае, да, это смерть всей, не как сейчас в наше время Академия наук лишается финансового, да, вот, нет, друзья мои, тут не только финансирование, жизни лишиться можно.
это куда более серьезная, да, серьезная угроза. Вот. Далее. Вышел указ казнить мудрецов. Даниилу и его друзьям тоже грозила казнь. Да, их искали, потому что это тоже мудрецы, это тоже чиновники, сановники при дворе Вавилонского императора. Но какая разница между Даниилом и 3 друзьями и всей вот этой огромной когортой профессуры древности? Какая разница? И можно так благоволить? Ну вот, да, Даниил пророк Божий. Разница в этом. И вот сейчас она будет раскрыта. Далее. Но Даниил обратился с разумной и мудрой речью к Ариоху, начальнику царской стражи, который был послан казнить вавилонских мудрецов. Да, это наш прототип этих, как их называют, Патифара. Следующий стих. Стал Даниил расспрашивать Ариоха: «Сановник царский, почему царь издал такой суровый указ?» Да, ему нужно получить информацию, о чем идет речь, вообще что за угроза, да? То есть уничтожить это понятно, а причина уничтожения? Далее. И Ариох рассказал Даниилу, в чем дело. Даниил пошел к царю и просил его дать время на разгадку царского сна. Вернувшись домой, он рассказал всем своим друзьям, Анании, Мисаилу и Азарии: «Пусть просят Бога Небесного смилостивиться и раскрыть эту тайну, чтобы не казнили Даниила и его друзей вместе с другими вавилонскими мудрецами». Что значит пророк? Мы с вами говорили, нави. Что это означает? Это не человек, который вот к нему обратишься, и ответ у него на все ваши вопросы и запросы. Пророк раскрывает волю Божию. Ну, воля Божия человеку-то открывается, правда же? Это же какой-то процесс, да? Таинственный, духовный процесс. То есть не так, чтобы Даниил, все, ведите меня к царю. Всякое откровение имеет источником Творца, неба и земли. Соответственно, чтобы пророк получил откровение, он должен что? Он к нему обращается. Поэтому что он делает? Он зовет своих друзей и просит их молиться к источнику, который дает откровение. Ну, точно так же, как Иосиф в свое время молился. Да? То есть Иосиф тоже говорит фараону: толкование снов от кого? Не от меня, не от Сафнафа, понятно, от Всевышнего. Да? Здесь то же самое. Но что это? Это же образ церкви. Там 2-3, там небольшое количество людей, это не тысячи, не миллионы, это не империи православные там или какие-то, это небольшое количество людей, они молятся, и Всевышний им открывает. Кстати, в нашей святоотеческой экзегетике так и говорится, что на протяжении всего Ветхого Завета, когда речь идет о контакте между Богом и человеком, вот этим самым контактером с большой буквы выступает Логос, вторая ипостась Пресвятой Троицы. Та, которая в дальнейшем воплотится. Иисус Христос. В Ветхом Завете выступает посредником, который передает информацию. И в виде малех, ангелов, которые являются. Это откровение, которое они получат от второй ипостаси. Да? Вот. Следующий стих. Ночью Даниилу было видение, и тайна открылась ему. Вот. Тоже очень интересно, экзегеты обращали на это внимание. Ну, смотрите, вышел указ о вашем уничтожении. А человек спит. Ну, а не будет откровения. Какова будет судьба пророка? Вы понимаете, да? Вот человек верующий, он спит ночью. И ночью ему видение открывается во сне, да, дается. Страх перед императором и страх Божий на чаше весов, да? Наши с вами треволнения чаще всего связаны с чем? Страхом перед обстоятельствами, болезнями, событиями, финансами, да, там, правительством, неправительством, там, жульками, не жульками и так далее. То есть мужской страх. Есть другой страх, который умудряет сердца.
Страх Божий. Вот у Даниила страх Божий над страхом человеческим, да, он спит ночью. Он предал все в руки Божьи. Он уже находится в той области духовной, которую называют покоем Господним. Да? Вы войдете в мой покой. Шаббат. Вот этот символ субботы постоянный, который вот стал днем недели, да, вот наименованием, который нельзя было работать. Что значит нельзя работать? Дело же не в том, чтобы там действительно Господь же раскрывает всю эту тематику. То есть это покой. Это такая гимнастика, это такая аскеза, которая должна приучить человека полагаться на волю Божию хотя бы один день. Поэтому там так и сказано: 6 дней работай и делай все дела твои. 7-й же день покоя, шаббат. Кому? Да. Вот такая аскеза, вот такая гимнастика, чтобы приучить человека. Дело не в том, чтобы считать шаги, там, сколько раз ты кастрюлю достал, и можно включать и выключать свет. Дело не в этом. Дело в том, что ты вошел в покой Господень. И вот Даниил и его друзья, они в этот покой вошли. Он спит и получает откровение. Далее. Тогда Даниил благодарил Бога Небесного, провозгласил: Да, получив откровение, сразу следует что? Благодарность и славословие. Это действие Святого Духа, которое находится в нас и дает нам обращаться к Творцу со словами «Абба, Отче». Вот послушайте, как Даниил благодарит и славословит. «Благословенно имя Божье от века и во веки, ибо у Него мудрость и сила. Времена и годы Он сменяет, царей свергает, царей ставит, дает мудрость, знание, Фактически псалом. знание прозорливым. Он открывает глубины тайны, выдает то, что во тьме сокрыто, с ним свет пребывает. Тебя, Бога отцов моих, хвалю я и славу. Ты даровал мне мудрость и силу. Ты поведал мне ныне то, о чем мы просили, то, о чем спрашивал царь. Ты нам открыл. Да. Он нам дело царя. То есть он исповедует то самое единобожие, ту самую богооткровенную религию, которую исповедовали его отцы. Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и прочие, Давид, Соломон и так далее, и так далее. Да? Вот эту самую религию он исповедует. В славословии мы это видим, да? Когда он это перечисляет. Далее. После этого Даниил отправился к Ариоху, которого царь послал казнить вавилонских мудрецов, и сказал: не казни вавилонских мудрецов, веди меня к царю, и я истолкую его сон. Да, это не просто гуманизм. Это, ну смотрите, он ведь идет не себя защищать. Он идет не друзей защищать. Он говорит о всех. Не казни. Ведь за то время, пока он там предстанет пред царем, могут погибнуть люди. Смотрите, что он говорит. Не казни мудрецов. Приостанови этот процесс. Идем к царю. Далее. Ариох тотчас привел Даниила к царю и доложил: я нашел одного... Да, конечно, я нашел. Ну, это же сановник. Я нашел, безусловно. Далее. Я нашел одного человека из переселенцев, приведенных из Иудеи, который столкнул сон царя. Да. Тогда царь обратился к Даниилу, или как его иначе называли, Белтешацар. Да, Валтасаром он его называл, конечно, не Даниилом. Да, далее. Ты в самом деле можешь рассказать мне, какой сон я видел, и истолковать его? То есть второе это понятно, истолковать это интерпретация. А вот что я видел, ты действительно можешь мне рассказать? Далее. Даниил ответил царю: тайну, о которой спрашивает царь, не раскроют ему ни мудрецы, ни заклинатели, ни маги, ни звездочеты. Да, то есть смотрите, он повторяет слова этих ученых мужей. Он их повторяет буквально так же. То есть на земле никто не сможет открыть тебе эту тайну. Ни маги, ни звездочеты, ни лекари, ни астрологи, ни мудрецы, никто. Далее. Но есть на небесах Бог, открывающий тайну. Элохим, да. Это Он явил царю Навуходоносору то, что будет в конце времен. Посмотрите,
начинает описывать. Он раскрыл тебе то, что будет в последние дни. Да, конец времен – это всегда наименование мессианского периода. Конец времен – это всегда мессианский период. Либо первое, либо второе пришествие. Это не имеет значения, но это всегда мессианский период. Это пришествие Христа. Он уже начинает рассказывать сон. Далее. Вот что явилось тебе во сне, когда ты спал на своем ложе. Твои мысли, царь, устремились к будущему, и открывающий тайны показал тебе будущее. Смотрите, он описывает не просто само видение, но и мысли царя в этот период, которые предшествовали откровению. То есть ты думал о том, что будет после тебя. Наверное, каждого руководителя, а тем более, если речь идет о монархии, да, каждого руководителя интересует, что будет дальше, потому что планов много, начинаний много, да, не только на завершающем этапе какие-то процессы, но и фундамент каких-то дел закладывает один правитель, продолжает какой-то другой правитель, да, а заканчивается это может быть, ну, я не знаю, говорят, вон, собор Парижской Богоматери лет 800 строится, да, вот все еще процесс шел. То есть всякого правителя, да, интересует, что будет дальше с делами его страны, его народа. Даниил так и говорит. Это и интересовало тебя, царь. И ты помыслами обратился к этому самому будущему. И Господь решил открыть тебе это во сне. То есть Он раскрывает и волю Божью, и сон, и то, что предшествовало. Такое человек открыть не может. Далее. А мне эта тайна была открыта не потому, что я будто бы мудрее всех на свете, но для того, чтобы разъяснить ее царю. И ты постигнешь то, что тебя тревожит. Вот смотрите, он описывает все это и остается при этом трезвым. Я узнал, Господь открыл мне, и все, и человек забывает обо всем и начинает возвеличиваться. Да? Не так пророк Божий. Он сохраняет трезвость. Мы с вами говорили уже, да, о отличии пророков Божьих, да, от языческих гадателей. То есть он сохраняет трезвость, здравое суждение, он прекрасно понимает, кто он такой, ограниченность собственных возможностей, и он прямо указывает на источник откровения. Это не потому, что я там, ты знаешь, герой, мудрец там и так далее. Ну, наши современники сделали бы так, а пророк Даниил делает иначе. Далее. Вот что ты видел, царь. Стоит перед тобой истукан, огромный истукан. Он ярко сияет, и вид его наводит ужас. Да, это икон, это в Септуагинте обозначается словом икон, образ, подобие, изваяние или же изображение. Да? А в иврите это целем, это вид, образ, истукан, да, какой-то сваянный. В общем, какое-то вот такое подобие человека антропоморфное, да, человекоподобное, что-то вот такое тебе привиделось. Далее, большое. Голова у этого истукана из чистого золота. Голова из чистого золота, запоминайте. Грудь и руки из серебра. Да. Живот и бедра из меди. Голени из железа, а ступни частью из железа, частью из глины. Потом ты видел, откуда-то сам с собой, без помощи рук человеческих, откололся камень и упал на истукан. Да, вот смотрите, значит, золото, серебро, медь, бронза, это самое железо и железо с глиной. Это царство? Да. На его ступни из железа и глины. И раздробил их. Камушек прилетел и раздробил что? Стукана. Ступни. Да? И все это, тут получается колосс на глиняных ногах, тот самый знаменитый. Далее. Тут железо, глина, медь, серебро и золото разом рассыпались и стали как вмятина на току ветра. Ветер унес их, и даже следа не осталось. Да, руах подул, и все, и ничего. Ветер, руах. И то же самый дух. Подул, и ничего от них не осталось. Да.
упал на истукана, стал великой горой и занял всю землю. То есть, если вот эти виды металлов и перстей земной глины, да, они что-то там символизируют, как вы утверждаете, царство, сейчас мы будем об этом говорить, да, то тот камушек, который превратился в гору и все занял, видимо, как это, пространство этих царств занял, да? Занял. Камушек, Далее. получается, Это новое учение. Таков сон, а теперь мы расскажем царю, что он означает. Вот смотрите, первая часть, он ее полностью выполняет. То есть какой бы запрос у царя? Напомните, что я такое увидел и что меня возмутило. И от чего слово мое ушло от меня. Он напомнил. Ты увидел. Но это невозможно, друзья мои. Вы думаете, сядет кто-нибудь и скажет из вас, о чем я сейчас думаю? Ну вот, да, вот. И то можно догадаться, да, вот уже тебе там привиделось ночью где-то, и что-то тебя, ну, Вопрос, да. что мне приснилось? Да. Порой я этого не помню. Вот я сейчас, в данный момент, этого не помню. Я тебе мне потом приснилось, расскажу. да? Помолись. Вот. Да. Это непосредственное действие Святого Духа. Вот откровение. Вот откровение. Потому что пророки, как говорит у нас Новый Завет, никогда не пророчествовали сами от себя. Да, и Даниил это еще и озвучивает. Это не от меня, это от Творца. Далее. Теперь он толкует. Ты царь царей. Царь царей. Тебе Далее. Бог Небесный дал царство, могущество, силу и славу. Тебе Он отдал во власть и подчинил людей, зверей земных и птиц небесных, где бы они ни жили. Да, вот почему часто эти два образа Бога богов и царя царей, они как бы вот царь царей обладает земной властью, да, абсолютно, это абсолютная монархия. Это абсолютная монархия. Там нет парламента, который может вынести импичмент, там нет сената, который может низвергнуть, там ничего нет, там есть только царь царей. Бывший военачальник, посаженный на престол. А с другой стороны, обращаясь к нему, то есть используя этот термин для обращения царь царей, Даниил тут же мысль переключает царя на кого? На источника этой власти. Для Навуходоносора источник власти он сам. Потому что Навуходоносор этот самый, папа был императором, я военачальником, ну, естественно, я занял его трон, и вот все теперь. Естественный ход, да, события. У нас сегодня какая королевство, абсолютной монархии, по-моему, не так много вообще. Англия. Да, конституционно. То есть у нас что? У нас парламентские республики в основном. Да, как бы. Где-то партии какие-то правят, может быть, деспотируют и так далее. Да, но все равно люди избираются. И чему они относят собственный успех? Деньгам, власти, ну, я не знаю, обегорили, обошли этих конкурентов и так далее, и так далее. То есть они вот этим процессом относят победу, если это выборы на выборах, если это какое-то другое избрание, то этому избранию. Вот. И так мы живем сегодня. К сожалению. Вот. А если мы говорим о древности, то там, дескать, ну, своему отцу и своей силе, чему я еще могу быть. И в том случае, и в нашем случае пророк Даниил относит сразу же к источнику власти мысли царя. Также можно отнести мысли председателя парламента, если это парламентское, премьер-министру, если это, да, президенту, королю, шейху, я не знаю, султану, кому угодно, председателю компартии, кому угодно, это не имеет значения. Он, Бог, дал тебе эту власть над людьми и над животными на своей территории. Это пророк. Он не льстит. Вот разница между всеми остальными представителями, которые вокруг престола бегают в древности сегодня, и между пророками.
Ты обладаешь властью потому, что тебе ее дал Бог. Далее. Золотая голова – это ты. Золотая голова – это сам царь царей Вавилона. Далее. После тебя настанет другое царство. Ты же думал о том, что будет дальше? Так знай, что будет другое царство. Не твоя династия и не твое государство. Воздвиг, ну и это очень быстро произошло. Достаточно быстро еще при жизни Даниила. Далее. Не столь великое, как твое. Да, но оно будет уступать. А серебро уступает золоту. Оно будет уступать тебе по... Далее. Потом третье царство, медное, будет властвовать над всей землей. Да, распространится оно побольше, да, твоему. Что это за мир? Далее. А четвертое царство будет крепкое, как железо. Подобно тому, как железо все дробит и разбивает, как железо все сокрушает, так и оно разобьет и сокрушит всех. Еще ты видел, ноги и ступни частью вылепленные из гончарной Двухсоставные такие. частью железной, значит царство разделится. Будет в нем доля твердости железной, поэтому ты и видел железо пополам с глиной. Ступни ног частью железной, частью глиняной. Значит царство в чем-то будет крепким, а в чем-то непрочным. Железо, что ты видел, было смешано с глиной. Так смешается одно с другим в потомстве человеческом. Но не станут они единым целым, как железо не сплавится с глиной. Вот в дни этих царствований Бог Небесный воздвигнет царство вечное, нерушимое, неприступное для других народов. Оно сокрушит и разрушит все эти царства, а само будет стоять вечно. Спасибо. Вы знаете, у толковников есть не одно толкование, есть доминирующее как бы, относительно этих империй и цивилизаций, которые существовали. Царь Вавилонский действительно собрал огромное количество золота в качестве дани со многих государств, которые были ему подчинены, и это все свез в Вавилон, и Вавилон действительно была столицей мощнейшей, богатейшей империи. А затем оно достаточно быстро, в течение десятилетий пало, и на смену ему пришло Медоперсидское царство, которое, там вот при Дарии, сам Дарий печатал золотые монеты, на местах, как это и принято, печатались сановниками или чиновниками серебряные монеты, как-то они назывались, по его имени Дарик или что-то в этом роде. И они получили очень большое распространение по этим вассальным территориям, поэтому серебряное, это вот грудью руки, да, это вот медоперсидское, то есть медийское и персидское объединение этих двух государств в одну империю, относят вот к этой цивилизации. Империя Дария была завоевана Александром Македонским. Да. И греки были прекрасными мастерами по бронзе, вот, меди. Да, и вот по этой металлургии в том числе, да, возможности использовать эти металлы. Вот, ну, вы видите эти шлемы, мечи и так далее. Вот. Он сокрушил Дария, то есть он сокрушил эту империю и оставил после себя другую, македонскую, как мы ее назвали, которая, правда, достаточно быстро тоже развалилась. Македонский царь проиграл сражение Римской империи, может быть, Римской республики, да. Это Рим, который мечом железным прошелся по известной нам Экумене и завоевал вот вплоть до Востока все эти территории, утвердил везде один закон. И затем, как мы поем Августу единоначальствующую, да, то, что мы поем на Рождество, то есть когда все народы были объединены в одной империи, когда был один император, когда была произведена перепись населения в этой империи, когда были хорошие дороги проложены, да, чем славилась Римская империя, пришел Христос.
Пришел Христос. Ну, с переписью это понятно, это было связано с... А дороги, это, простите, единый язык греческий, да, коины, торговый язык и хорошие дороги способствовали распространению христианства. Было куда идти, как идти и на каком языке нести. Да. Вот истукан, который увидел этот царь царей, он символизировал цивилизации, империи до пришествия Христа, до последних времен, пока не появится без участия человеческих рук камень. То есть это камень не запущенный какой-то пращей, да? Мы как поем Пресвятой Богородице? «Не искуса мужна росшая». То есть Господь рождается не по плотскому желанию, по хотению. Господь рождается от Святого Духа и Марии Девы. Здесь нет вот этого человеческого желания, веления. Пресвятая Богородица в Благовещении говорит, что отвечает Архангелу? Да, да будет мне, то есть она... Здесь нет человеческого веления, здесь есть человеческое смирение. И вот это «да будет», говорит святитель Филарет, подобно тому «да будет», которое творит мир. Потому что мир был сотворен в 7 йомов, да, велением «да будет», а спасен он был «да будет» Пресвятой Богородице. Вот здесь мы видим пласт цивилизации, если хотите, мы раскопки, да, сверху вниз будем вести, дойдем до золота. Начнем с глины ее раскапывать, который хронологически подходит к чему? К пришествию Христа. Пришествие Христа. И речь идет не только о форме, в данном случае форма и содержание, они друг другу тождественны. Почему? Ну, золото, конечно же. Ну, что является самым главным? Золото, серебро, безусловно. Что человек копил, ради чего жил, что составляло не только внешний вид государства, характеризовало его, но и внутреннее. К чему стремилась душа человека? К богатству? Золото, медь, серебро, железо, власть. Безусловно. О разделении тоже очень многие говорят. Кто говорит, что это разделение Римской империи на восточную, западную. Кто иначе как-то трактует. То есть здесь экзегеза дает возможность, вот, что называется, полету фантазии. Но речь идет о том, что с приходом Христа внутреннее содержание меняется. Стремление к власти и стремление к богатству рассыпаются в пух и прах, как ценностная ориентация человека и человечества. Просто рассыпаются в пух и прах. Золотой телец рассыпается. Почему? Потому что нет никакого смысла к этому стремиться. Пришел Христос, наполненность человеческой души теперь не серебром и золотом. Вспомните, как исцелял Петр: серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. А что? Речь шла о благодати. Благодати, которая наполняет все и вся до краев земли. Она распространилась по всему миру, вне зависимости от национальности, социального статуса, богатые вы или бедные, черный, белый, желтый, красный, это не имеет ровным счетом никакого значения. Все именуются чадами Божьими. И поэтому эта гора накрыла всю землю. А началась она действительно с маленького камушка. Мы сейчас будем с вами вертеп собирать на Рождество. Ну что это вертеп? Это пещера для скота. Что это? Это же не царские палаты. Это всего лишь с маленького камушка. Но он оказался каким? Краеугольным. Тот, который выбросили фарисеи, первосвященники, представители вот этого культа, да, и выбрасывают, может быть, и по сей день, по большому счету, да? Но именно он является
Я не о иерусалимском храме. Я понял. Не об иерусалимском. Я понял. Вот. То есть это продолжается и по сей день. Гора наполнила весь мир. Золото, серебро, глина, медь и бронза, они рассыпались. Они не имеют ценности и смысла как такового, сами по себе. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Но мы уже на 15 минут с вами Ну, продолжим в слегка другой раз. пошли, да, на следующем нашем занятии. На истукане остановимся. Если есть какие-либо вопросы, Не, вопросов, конечно, все. Если вопросов нет, ну, понятно, да. Марк поможет. Достойно вместе говорить, сегодня Дитя Богородицу, Христа Блаженный, и непорочный Бог, Бога и честнейших мужей, представителей, веселения, святых, близостойный Богу, слово руши, сущий Богородицу, Бога печально. Благодарю. Спасибо. Спасибо, учитель, спасибо. Да.